Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Все знают, что у каждого дома есть одно неприятное свойство. Со временем его состояние ухудшается. Кровля протекает, безопасная эксплуатация газовых труб завершается, инженерное оборудование в доме изнашивается, штукатурка с фасада осыпается и фундаменты требуют ремонта. Время неумолимо берет свое. Какие работы должны проводиться в рамках капитального ремонта и на что чаще всего жалуются жильцы? Обо всем этом расскажет в прямом эфире первый заместитель руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Влад Пермяков. Влад Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какая роль вашего ведомства при проведении капитального ремонта и в каких случаях вы выходите на проверку? Да, Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики является надзорным органом. Он уполномоченный орган от исполнительных органов государственной власти республики, который проверяет, надзирает за деятельностью оригинального оператора. То есть в нашем случае это фонд капитального ремонта. Если сам по себе капитальный ремонт в силу градостроительного кодекса не подлежит государственному строительному надзору, то сама деятельность фонда капитального ремонта в силу жилищного кодекса Российской Федерации подлежит надзору. То есть уполномоченным органом является управление наше. Что касается проверки, у нас ежегодно плановые проверки проводятся. Плановые проверки не реже одного раза в квартал у нас, то есть не менее 4 раз в год. Кроме того, по жалобам жильцов, если какие-то информации в средствах массовой информации появляются, мы реагируем, и внеплановые проверки тоже проводятся. За первое полугодие 2019 года проведено 37 проверок, из них 35 это внеплановые проверки. Да, это жалобы жильцов направляются, если какие-то нарушения в области капитального ремонта, за счет средств фонда капитального ремонта, мы выезжаем и проводим внеплановые проверки. Выдано 37 предписаний за полгода, и нарушения выявлено около 450. Предписания, конечно, со сроками, и часть устранено в срок, часть под контролем, и сроки, конечно, должны заказчик, это фонд капремонта, сроки должен исполнять, да, соответствующие сроки должны устраняться. Если это не исполняется, то, соответственно, составляются протокола, штраф. Есть ли какие-то данные, можно ли сравнивать вот эту статистику, которая существует у нас по республике, с другими субъектами России? То есть мы как-то впереди планеты всей, много это, мало? Какая ситуация? По проверкам? Да. По проверкам, да, по Дальнему Востоку, по проверкам, в принципе, если в целом по регионам нельзя сравнивать, потому что там жилищный фонд разный. А если там по количеству, допустим, на 1000, в среднем, я думаю, Якутия в этом году, по Якутии очень много проверок, больше, чем в прошлом году. Если, допустим, в 2018 году всего было протоколов за 2018 год 44, то за первое полугодие этого года это уже 47. То есть можно говорить о том, что контроль как бы усилился? Контроль усилился, и да, стараемся быстро и оперативно реагировать на жалобы жильцов. Расскажите, пожалуйста, какие работы должны проводиться по линии капитального ремонта? Да, капитальный ремонт, здесь четко определенная статья есть, 166 жилищного кодекса, там перечень работ, которые подпадают под капитальный ремонт, конструктивы. Определенно это вся инженерия, инженерная коммуникация, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, и канализация. По конструктивам, если говорить, это лифтовое хозяйство, фундаменты, по несущим конструкциям, фасады и кровля. Но здесь надо четко понимать, что есть понятие текущего ремонта. Да? Тут зачастую бывает, что граждане обращаются, допустим, и в управление, и в фонд капитального ремонта по вопросам текущего ремонта. Текущий ремонт – это мероприятия, которые должны проводиться ежегодно. То есть это управляющая компания, если, допустим, там заменить лампочку или покрасить подъезд, это не надо обращаться, допустим, в фонд капитального ремонта, это работа управляющей компании. Или наоборот, допустим, у управляющей компании есть обязательства фонда капитального ремонта, которые уже на 30 лет уже определены. Тогда уже можно обращаться эти конструктивы, которые... Капитальный ремонт что означает? Это восстановление технических характеристик определенного конструктива.
То есть тут надо для жильцов и для управляющей компании тоже в первую очередь понимать, что есть текущий ремонт, есть капитальный ремонт, и даже если в плане стоит капитальный ремонт, никто никогда не отменял еще и текущий ремонт. Это поддерживающие работы, которые должны довести здание до момента, когда должен будет провестись капитальный ремонт. А вот как вообще формируется очередь из жилых сооружений, которые попадают в программу капитального ремонта? Ну, есть указ главы республики, тогда еще президента, еще принятый в 2013 году. Уже очередь определена. Есть постановление правительства республики, по которым критерии очередности. Это первая изношенность, значит, и проведение последнего капитального ремонта. С этих критериев выстраивается очередь. Очень сложно поменять сейчас очередь. Да, допустим, есть объективные моменты, когда приходишь на обследование здания объекта, он стоит в 20 каком-то году, 25-м, а капитальный ремонт требуется сегодня. Таких моментов есть несколько моментов, по которым можно перенести сроки. Это дополнительные средства, если добавляются, если жильцы хотят сами, допустим, скинуться и провести капитальный ремонт, потом можно еще и освободить от взносов этих жильцов. Механизмы есть. Вы отметили, что в этом году уже было выдано более 30 предписаний по очень большому количеству нарушений. Расскажите, на что чаще всего жалуются жильцы? Везде, скажем так, идентичные жалобы и нарушения. Да? В первую очередь, когда выходят наши инспектора проверять, это бывает такое, что несоответствие выполненных работ проектной документации. То есть в ходе строительства или ремонтных работ выявляется, что по факту там другие технические параметры, допустим, да, и своевременно не вносят изменения в проектную документацию. Вот здесь надо действительно и в фонду капитального ремонта, и управляющей компании на стадии проектирования уже исключать такие моменты, чтобы согласовать, чтобы согласовывали управляющую компанию, такие моменты тогда в ходе строительства не должны возникать. Значит, дальше, жалобы какие в ходе инженерных работ, это основное, конечно, сварочные работы. Значит, геометрия по кровле, если это у нас коньки, ендовые кровли, пара влагоизоляции, допустим, бывает. И в основном от жильцов поступают жалобы по, допустим, несвоевременно убирают мусор строительной организации, да, в лестничных клетках там оставляют какие-то мусоры. Значит, и очень большая проблема по срокам у нас проведения капитального ремонта. То есть по плану должно было быть одну квартиру в один день завершить, да, то есть появляется дискомфорт. То есть здесь может быть моменты, когда стройматериал не довезли, может работник отсутствует, и 2 на 2, 3-4 дня растягивается. Это, конечно, дискомфорт, и люди возмущаются, естественно, это правильно. И в таких моментах мы тоже реагируем, выезжаем. И в первую очередь такие моменты должны регулировать сама подрядная организация и заказчик фонда капитального ремонта. Если взять ситуацию в целом по республике, то какие регионы или муниципалитеты лидируют, скажем так, по количеству нарушений? Есть ли какая-то такая картина? И с чем это связано? Традиционно, конечно, больше всех жалоб и работы ведутся больше всех. В этом году больше это в городе Якутске, в городе Нерюнгри и в Ленске, в Мирном. Да? А в остальных районах там, в основном сейчас идет программа переселения из ветхого аварийного жилья, да? То есть она в основном дома уже аварийные, по которым уже капремонт не проводится. И традиционно, конечно, по городу Якутску больше всех жалоб и решений. И работа проводится больше всех и по этим городам. Больше работы, больше жалоб. Больше работы, больше жалоб. А если жители все-таки обнаружили какие-то нарушения по проводимому капитальному ремонту в их жилом доме, работы затягиваются или делается что-то некачественно, куда обращаться, куда жаловаться? Во-первых, жителям в первую очередь, да, общим собранием жителей, собственников помещения должны выбрать ответственного человека, гражданина, который будет за всех отвечать, представитель, получается. Староста. Да. Представитель, который будет участвовать в приемке, подписывать акты соответствующие. И в итоговом акте тоже в комиссии принимать участие. Да, желательно, чтобы это был человек, инженерно подготовленный, допустим, инженер, ЖКХшник или строитель. Конечно, если такого нет, то все-таки должны выбрать компетентного человека, который будет отвечать будет говорить за всех жителей, будем говорить. Да? А что касается, на что обращать внимание, если человек умеет читать проекты, можно сравнивать с проектной документацией, что действительно по факту выполнено. Проектная документация у подрядчика есть, на каждом подъезде должна быть вывешена информационная табличка, где
указывается и подрядная организация, и представители, ответственные от подрядной организации, от заказчика фонда капремонта, да, и с телефонными номерами. Если что-то, по мнению жильцов, идет не так, всегда можно позвонить и обратиться, или письменно можно обратиться. Второе, ну, я считаю, что самый главный строительный контроль – это сам человек, который исполняет работу. В общем, да, рабочий, если он изначально не настроен выпустить качественный продукт, хоть там 10 технадзоров представь, он все равно где-то все-таки нарушит. Поэтому в первую очередь это стройконтроль подрядчика обязателен. У каждого подрядчика должен быть ответственное лицо, которое утверждено приказом, который отвечает за качество работ. Дальше идет стройконтроль заказчика, фонда капитального ремонта, технадзор, который также проверяет и выдает предписание нарушений, если находит, чтобы устранение было. Ну и у нас очень сейчас развит институт общественного контроля. То есть у нас и управляющие компании могут, они, кстати, принимают участие в приемке работ. Муниципальное образование может со своей стороны тоже контроль вестись. Но если все это, все-таки гражданин или собственник помещения посчитает, что его права ущемлены или не в соответствии с проектом сделано, можно обратиться в надзорный орган к нам, допустим. Да? Можно через сайт, можно обратиться напрямую к нам письменно. И у нас, может быть, еще и обычно бывает у нас часы приема. Каким образом выбирается подрядчик для проведения капитального ремонта и кто несет ответственность, все-таки, если работы выполнены с ненадлежащим качеством? Да, здесь немножко другая система, нежели как в капитальном строительстве. То есть здесь не 44-й закон по подбору подрядчика, здесь закрытый аукцион идет. Это закрытый аукцион из реестра подрядных организаций, которые допущены к участию. То есть реестр ведет фонд капитального ремонта. Здесь есть постановление правительства 615, которое регулирует и регламентирует порядок отбора. То есть изначально выбирают, конкурс проводится, чтобы включить в реестр, и там, по-моему, около 70 подрядных организаций, между ними уже идет аукцион. Значит, 615 постановление четко регламентирует, и, в принципе, это работа фонда капитального ремонта, и, допустим, наверное, министерство ЖК, чтобы привлекать туда грамотных с опытом подрядных организаций. Допустим, управляющие компании тоже сами хотят участвовать, допустим, да, они уже знают свои объекты, которые обслуживают, больные моменты. В принципе, это хорошая практика, когда управляющая компания сама выиграет аукцион, и дом, который будет сам в будущем обслуживать, сам ремонтирует. Ну, на вашей практике подрядные организации, которые участвовали в этих аукционах и тендерах, компетентны? Но, конечно, есть моменты, по которым идет расторжение со стороны заказчика. Есть моменты, объекты, которые переносятся на будущий год в связи с тем, что подрядная организация не смогла выполнить свои договорные обязательства. Но вместе с тем есть и компетентные подрядные организации, допустим. Да, вот, если в цифрах говорить, 2018 год там запланировано было 87, если не ошибает память, да, память не изменяет. Исполнено 87 систем отопления, 82 из них, допустим, сданы в срок. 4-5 объектов перенесли на будущий год. Допустим, если в целом по цифрам смотреть, есть больше, допустим, добросовестных подрядчиков, нежели таких. А что касается ответственности, ну, конечно, в первую очередь несет ответственность заказчик, да, фонд капитального ремонта. То есть, если мы выписываем предписание, мы наказываем фонд, протокола, соответственно, фонду выписываются, что они не выполнили свои обязательства, которые были приняты приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь, конечно, перед фондом ответственность несет подрядная организация. Да, фонд им оплачивает деньги, они им подписывают и акты. То есть, перед гражданами, конечно, отвечает в первую очередь фонд. Ну, вот эта система фонд, подрядчик, граждане, она действенна? Она, ну да, действенная. В принципе, есть механизмы и рычаги у фонда капитального ремонта. Да, можно до того, как есть понятие аванс, тоже на рассмотрение заказчика. То есть можно, если есть сомнения, не оплачивать выполненные работы пока что до завершения работы. После подписания акта, конечно, надо оплачивать выполненные работы. То есть финансовые рычаги у фонда есть перед подрядчиком. Ну и в завершении беседы, как бы вы могли оценить реализацию программы капитального ремонта в нашей республике?
В целом, система капитального ремонта довольно-таки все-таки прошло 5 лет, да, с момента принятия первых законов о капитальном ремонте, но она все-таки молодая система, то есть закон очень часто и быстро меняется, люди еще не привыкли. Значит, фонд, который собирает средства, но вместе с тем отдача какая-то должна быть, да, и люди, конечно, возмущаются, когда в срок, уже утвержденный срок, не проводятся ремонтные работы. Очень много времени упущено в 90-е годы. И сейчас за пару лет решить проблемы жилфонда, который десятилетиями не ремонтировался, очень сложно. Если сказать невозможно, но правительством республики, да и Российской Федерации очень особенно пристальное внимание уделяется в системе капитального ремонта. Это увеличение финансирования, во-первых, да, со стороны бюджета республики. Это в этом году еще принято решение о увеличении штатного расписания фонда капитального. Увеличили на 8 штатных единиц. Это, естественно, на качество проводимых работ должно влиять. И в целом должны войти в какую-то колею. И такую работоспособная система должна выстроиться у нас. Влад Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам удачи в работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но о капитальном ремонте мы говорили сегодня с гостем студии, первым заместителем руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора нашей республики Владом Пермяковым. До встречи в эфире.